теперь прикоснитесь к коже лица, потому что ваши ощущения так же важны, как и то, как выглядит ваша кожа. Мэри Кей Эш знала, что ее консультанты по красоте продавали продукцию Мэри Кей соседям, близким, друзьям. Поэтому для нее было очень важно, чтобы мы могли контролировать качество и то, что входит в состав нашей продукции. Мэри Кей и Ричард хотели, чтобы компания сама производила большую часть продукции. В 1968 году они начали строительство производственного комплекса, который открылся в 1971 году, и до середины 1980-х годов, когда компания переживала сложный период и вынуждена была перестраиваться, мы торговали акциями компании на бирже. Именно тогда Мэри Кей и Ричард воспользовались возможностью выкупить все акции на бирже и затем реализовать свои планы относительно бизнеса. По сути, это было сделано для того, чтобы больше инвестировать в наши возможности карьерного роста, чтобы деятельность независимого консультанта по красоте Мэри Кей могла конкурировать с карьерными возможностями, которые были доступны женщинам примерно с середины 1980-х годов. Уолл-стрит не понравились эти идеи. Тот факт, что наша компания — это семейный бизнес, является ключом нашего успеха. У Мэри Кей было врожденное понимание того, как создать крепкий фундамент для нашей компании. По сути, она создала устойчивую компанию, поставив в центр миссию. Что ж, основные убеждения Мэри Кей проявлялись во всем, что она делала, и особенно в создании компании своей мечты. И это первое – вера, второе – семья и третье – карьера. А потом она с теплотой говорила: но будьте уверены, что третье – это неплохо. Это не четвертое, не пятое и шестое место. Это просто, без лишней воды, без 50 тысяч деталей. Это вера, семья, карьера. Именно в таком порядке, по ее словам, все работает. Именно в таком порядке все работает, и вне этого порядка ничего не работает. И вне этого порядка ничего не работает. И еще один шаг – действовать по золотому правилу. Относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам. У нас есть философия, дух бескорыстия. Если я могу кому-то помочь, и у меня нет от этого финансовой выгоды, то я обязательно помогу. Во время акции «Патруль пуделя» маленьким пациентам раздавали плюшевых пуделей по имени Джиджи. Тысячи таких плюшевых игрушек были с любовью подарены детям в 4 больницах Далласа. В самом начале Мэри Кей поощряла нас посещать дома престарелых и просто уделить им время, побыть там в течение дня. Пусть эти женщины, эти люди в доме престарелых почувствуют себя красивыми, побаловать их. Разве это не настоящий подарок? Это такие простые принципы, но они вне времени. Я помню, как она однажды сказала нам, что мы проходим курс самосовершенствования, и нам платят за то, чтобы мы постоянно росли, менялись, развивались, и в то же время помогали компании укрепляться. Вы лучший человек для своего бизнеса. И, конечно, вы лучший человек для своей семьи, для себя, для своих родителей, для своего окружения. Она действительно дала всем нам почувствовать нашу значимость. Для Мэри Кей было важно помочь женщинам осуществить свои мечты, помочь женщинам достичь своих целей. И речь шла обо всех женщинах мира. Но мы не сразу вышли на международный уровень, пока не перешагнули порог в 2000, и компания действительно расширила свое международное присутствие. А сейчас у нас почти 250 000 консультантов по красоте в 18 странах. Она всегда говорила о том, что никогда не знала, что выйдет за границы в Оксахаче, штата Техас. Это были ее слова. Я не думаю, что она действительно осознавала масштабы того, что должно было произойти. Но она понимала, что то, что она предлагала женщинам, будет одинаковым для всех. Когда компания Мэри Кей вышла на мировой рынок, я наблюдала за тем, как она передает тот же самый посыл. Это принесло пользу женщинам во всем мире. Это было посланием сердца, посланием надежды. Мечта – это наследие всего нашего общества, вне зависимости от расовой принадлежности, страны или статуса. Стать успешной к 78 годам. Все говорят.
Численность директоров выросла с 50 тысяч розовых пантер до 150 тысяч. Компания Мэри Кей превратилась из вложений в $5000 в огромную компанию. Мэри Кей всегда была на слуху. В Америке невозможно было открыть газету без чьей-то истории успеха. Это было похоже на лесной пожар. Ее знали все, она была знаменита. Все знали, кто она такая, но она была невероятно скромной и искренней. Мэри Кей слушала не только ушами, но и глазами. Редко встретишь такое приветствие в аэропорту, когда встречают руководителя компании. Она подчеркивала значимость каждого, а это не происходит при 10-секундном разговоре. Это покорило сердца людей. Она была выше, чем просто жизнь в деловом мире, и оказала такое влияние благодаря тому, на чем она сформировала компанию. Я могу спросить, сколько вам лет? Вы можете, но я не скажу. Так сколько? Она всегда была очень лаконичной и находчивой. Очень. До 14 лет женщине нужны хорошие родители и крепкое здоровье. Затем с 14 до 40 – внешность. С 40 до 60 – индивидуальность. И она всегда знала, как донести любую историю просто. И после 60 я скажу, все, что вам нужно – это деньги.